Здравствуйте, Хайри Ликич. Вы смотрите ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Продолжается всероссийская перепись населения. И сегодня замечательный праздник, День народного единства. И особенно важно, наверное, в этот день вспомнить, что все мы одна большая сплоченная семья. Каждый из нас внес неоценимый вклад в развитие нашей общей родины. И на протяжении столетий татары, выходцы из татар и из Татарстана играли выдающуюся роль в становлении российской государственности. И сегодня мы говорим о вкладе татар в развитие истории России. В студии Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер. С удовольствием представляю наших уважаемых, наверное, самых уважаемых экспертов. Радик Каримович Салихов, директор Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана, доктор исторических наук. Хайри Ликич. Искандер Аязович Гелязов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана, доктор исторических наук. Искандер Лерунович Измайлов, ведущий сотрудник Института истории имени Марджани, доктор исторических наук. Хайри Ликич. Три доктора. Айрат Шамилевич Фейзрахманов, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук, в будущем доктор, приветствуем. И с нами на интернет-связи Михаил Валерьевич Черепанов, председатель ассоциации «Клуб воинской славы», город Казань. Добрый вечер, Михаил Валерьевич. Добрый вечер. Мы выходим в эфир на каналах ТНВ Планеты и ТНВ Татарстан. Нас также можно смотреть в социальной сети ВКонтакте, группа ТНВ и на Ютьюбе. Ну что, можно брать любую, наверное, сферу деятельности, и везде многие из самых выдающихся имен в российской истории имеют тюркское происхождение. Предлагаю посмотреть ролик, который потом наши гости, наверное, и обсудят, который сделал телеканал ТНВ. Фамилии, которые знакомы каждому жителю России с детства. Годунов, Шереметьев, Суворов, Кутузов, Нахимов, Юсупов. Но как без них представить историю России? Тютчев, Булгаков, Карамзин, Набоков, Аксаков, Рахманинов. Что без них русская культура? Так что дело такое. Без татар никакой бы России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно. Помни корни свои. Прими участие во всероссийской переписи. Сейчас Зуфар задаст вопрос. Есть что сказать? Сложное впечатление. Так. Потому что, считали ли себя Годунов, Рахманинов и так далее татарами, да? А можно то, что мы и считаем? Считаете? Нет. Годунов точно нет. Это его родословная была подделана. Угу. Понимаете, я всегда своим студентам говорю, есть, конечно, много людей, которые имеют татарские корни, татарское происхождение в русской элите. На протяжении многих веков это так формировалось. Но что это сегодня дает нам, татарам, кроме того, что мы можем гордиться, что кто-то из их предков был татарин? Происхождение. То есть мы это должны знать, чисто, знать корни свои. Знать корни, знать, из чувства интереса к истории можно это знать, да? Но так, чтобы гордиться тем, что вот этот человек татарин. Куприн носил тюбетейку, потому что его мама была из Калунчаковых, но он не делал его это татарином, понимаете? И вот так это каким-то образом переусердствовать и слишком преувеличивать это, мне тоже кажется, не слишком правильно. Помнить корни нужно. Помнить корни нужно. Так. И можно много перечислять действительно татар, да, которые... Сегодня их перечислим, да. Радик Каримович, добавите? Я считаю, что это все равно дает нам сопричастность к великой истории России, потому что это все равно вышли эти люди из нашего народа, из наших предков, и то, что они внесли вот такой выдающийся вклад в становление российской государственности, может быть, да, нет повода гордиться, но знать и чувствовать это мы должны, что мы народ, который способен на великие деяния. Все-таки, да, может быть, тогда вернемся в современность, да, и вот поговорим о том, что именно в развитии современной истории России, какой вклад внесли татары на тысячелетие Казани летом 2005 года. Владимир Путин, президент России, произнес такую фразу: «Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в формировании сплоченного народа России». Вот как вы думаете, за этими словами что стоит? Все-таки не первый раз. О каком вкладе, да, и что стоит за этими и вторая по численности национальность, да, в России? Я думаю, что когда мы говорим о вкладе татар, мы, кроме тех людей, которые носили татарские фамилии, утратив свою идентичность татарскую, были еще большая группа польско-литовских татар, из которых 28 генералов и адмиралов, которые сохраняли свою татарскую
и идентичность, и мусульманскую веру. При Некоторые из них... При этом потеряв язык. Да. Но они сохраняли, некоторые были даже военными губернаторами Петербурга. Вот ими можно действительно гордиться, и это действительно люди, которые в России играли значительную, важную роль в создании положительного образа татар, в формировании российской государственности. И мы поэтому можем говорить, что наша роль в формировании российской, советской государственности очень велика и во многом недооценена. 2-3 фамилии назовите, пожалуйста, чтобы следующий ролик создали. Так. Польский татар, там Сулькевич был, Мацей, был Искандер Тальковский. Там было Романович, там было довольно много таких людей, которые... Балтыш Каменский, генерал Туган Барановский. Будем помнить. Это генералы были российской армии. Да. Хорошо, что еще стоит за словами Путина? Почему была вот эта фраза сказана? Она ведь не дежурная фраза. Потому что уже со средних веков этот вот симбиоз русских и татар, тюрк и славян, он и был в основе вот этой большой нарождающейся страны, впоследствии империи. И достаточно сказать, что во время возведения Михаила Романова на престол там 4 татарских князя и мурзы поставили подписи под учредительным документом. Это тоже говорит о том, какой вклад внесла татарская знать, татарские войны в преодоление последствий смуты и установление царствования дома Романовых. Можно перечислять и Госдуму, да, первую в Российской империи, право-мусульманскую фракцию. Да. Мы можем говорить и о роли Султангалеева, да, там, в организации современной советской государственности и федерализации ее. Да. Мы можем говорить и про 90-е годы. Но еще можно было бы откатиться назад и сказать, а что есть Россия? Да? Если мы воспринимаем Россию как наследницу в какой-то мере пространственную, да, там, и, может быть, государственную наследницу Золотой Орды, да, то в этом случае мы можем говорить о том, что да, татары несли не просто существенно, они внесли первоочередной вклад в построение российской государственности. Можно даже сказать, что Золотая Орда – это, собственно, предтеча Российской империи. Не было бы организации управления, администрации, системы налогообложения, денежного обращения, Емской службы, которая была создана внутри Золотой Орды, не было бы и российской государственности, и в ее в таких больших масштабах. Это было придумано до нас. Мы, конечно, сейчас очень красивые вещи говорим, такие научные, которые знают историки, специалисты, которые этим занимаются. Искандер Леронович по Золотой Орду может нам часами рассказывать, да? Но если мы начнем говорить о том, что знает об этом общественность, надо еще тоже об этом помнить. Да? Я вспоминаю свою учебу в советской школе. Весь вклад татар был связан с татаро-монгольским игом только. И он был со знаком минус только, понимаете? И сегодня мы должны именно в этом направлении работу вести, чтобы показывать именно позитивный вклад татар в российскую государство. То есть, начиная со средних веков, 17-18 век, там каждый век, каждое время, каждое столетие порождало какие-то свои, так скажем, направления. Вот и по военной истории Михаил Валерьевич. Что с современным, какой вклад в современной государственности? Давайте с момента образования уже СССР давайте определим, последний век. Я по 20 веку скорее обращу этот вопрос. Я про 90-е годы скажу, что именно Татарстан поставил на федеральные рельсы Россию, да, создал уникальную договорную федерацию. И именно эти основы, да, они заложены были и в Конституции Российской Федерации, и в дальнейшем ее федеративное развитие. Была принята. Ну вот тоже праздник скоро, послезавтра. И это уже, с одной стороны, история, с другой стороны, это вклад, и это современная жизнь страны. Но при этом еще нужно сказать, что все-таки разные периоды были. Конечно, и вклад есть, и сложная интеграция была, да, и насильственная христианизация была, и восстания были. Это всего не нужно забывать. И 20 век, особенно 21 век, показывает, что вот сейчас именно период, наверное, наиболее такого тесного симбиоза и, можно сказать, и пафосной любви, да? Искандер, я сейчас хотел добавить. Я хотел бы опять вглубь веков уйти, понимаете? Здесь вот мы должны, как я уже сказал, в разных столетиях видеть самые разные направления. Ну, допустим, если возьмем период после присоединения Казанского ханства, и возьмем такую категорию, как служилые татары. Это же целая категория, большая, многочисленная, в какой-то степени и
привилегированная, она внесла свой вклад, например, в дипломатическую историю России, когда татарский язык являлся языком межгосударственного дипломатического общения. Россия общалась, русское государство, в 17 веке с Ираном, со Средней Азией, с Индией, с Кавказом на татарском языке. И в ту и в другую сторону переписка шла на татарском языке. Это все подтверждено документацией. Или, допустим, военные кампании. Есть цифры, скажем, к середине 17 века татары составляли до 10% российского войска в разных военных кампаниях. Понимаете? Это тоже очень важно. Или там, допустим, если взять кадры административные, для того, чтобы покорить эту территорию, кадры должны были быть из татар. Там, в 18 веке строительство Петербурга, строительство Рижской крепости, Кронштадта и так далее. Везде татары были. История российской империи. Конечно, это Ну, все да, без по этого военной не истории вот обходится. еще Михаил Валерьевич, наверное, Да, а может о много вкладе рассказать. татар и даже Татарстана, наверное, в победу. Да, Михаил кстати, Валерьевич. как раз вот о прорыве России в космос мы забыли, наверное. Кто-то был в музее космонавтики? Кто у нас Циолковский по матери? Не видели биографию? Она пензенская татарка. Это так, ну, для затравки. Хорошая затравка. Я уже не говорю о том, что у Гагарина был учитель татарин, но это ладно. А что касается генералов, вот совсем недавно мне поручил сайт «Миллиард татар» просто посчитать, сколько было генералов Красной Армии в годы войны Великой Отечественной. Вы не поверите, я впервые вот составил этот список. 56 татар по национальности имели звание генералов в годы войны и сразу после нее. То есть я уже не говорю о том, что, конечно, известный всем Карбышев оказался тоже какое-то отношение имеет к сибирским татарам, но это еще надо доказать. Ну, разговор идет о том, что, конечно, прежде всего Казань – это огромный арсенал. Все мы знаем, что и стратегическая авиация сразу перед войной зародилась здесь. И первые бомбардировщики, наши казанские, бомбили Берлин еще в 1941 году. Кстати, там были именно пилоты-татары в том числе. Я уже не говорю о том, что пороховой завод до сих пор снабжает армию, именно казанский, всеми видами пороха, в том числе для реактивных снарядов. И это прежде всего, конечно, вклад татар, потому что это центр Казани. Я уже не говорю о том, что врачи у нас здесь известные, ну, в том числе и те, которые только недавно спасали жизнь президента России, помните, наверное, по национальности татары, они спасли жизнь сотен тысяч раненых за годы войны и вернули 207 тысяч только на фронт из госпиталя. Ну и, в общем-то, говоря о чести и достоинстве самого татарского народа, я напомню, что депортации у нас здесь в 1944-м не случилось. Хотя в легионе Идель-Урал было 40 тысяч солдат, принявших присягу на верность Гитлеру. Это факт. Почему не было этой депортации, в отличие от Калмыкии, Крыма, Кавказа и так далее? Да очень просто. Потому что вовремя наш зеленодольский генерал Панфилов принял хорошие меры. И внутрь этого легиона внедрил татар во главе с тем же самым Гайнаном Курмашем, тем же самым Симаем Ахметом. То есть они сделали все, чтобы этот легион не участвовал в боевых действиях против советской армии. Хорошо, и они Михаил переходили Валерьевич, да, на пока... сторону партизан с февраля 1943 года. Спасибо. В общем, Спасибо. эта история длинная. Да. Да, хорошо, Да, мы еще Михаил вернемся Валерьевич. к вам. Я все-таки поправлю, понимаете, Да, вот, в чем? он назвал цифру 40 тысяч в легионе Идель-Урал. Я специально занимавшийся Сколько? этой тематикой, но до 25 максимум все-таки. До Немножко 25 преувеличил, была конечно. поправка, Искандер Аязович, да, в Согласен. этой ситуации, наверное, не сомневаемся. Многие фамилии, которые мы сегодня говорили, удивились. Сейчас тут удивляет Михаил Валерьевич, да, называя Циолковского. Мы даже где-то вычитали, что легендарный русский богатырь Илья Муромец, в общем-то, в некоторых исследованиях его татарин называют. Давайте вот дальше удивим зрителей все-таки, в ком еще из выдающихся россиян, и, как правило, люди мало об этом знают, течет татарская кровь. Боже мой, таких людей. То есть есть Ну, такое такие вот- выражение, да, после Державина, русского скажем, татарина вспомните, найдешь. он Да. тоже Державин. этим гордился, да. Наш выдающийся археолог
Альфред Халиков, он написал вообще книгу 500 фамилий татарского происхождения, это знаменитых русских фамилий татарского происхождения. Там можно по алфавиту прям читать целый день. Там все основные дворянские фамилии России представлены. Но мне хотелось бы еще отметить вот такой факт, какой вклад внесли татары и Татарстан в развитие экономики вообще российского государства. Это, если мы вспомним и 18 век, вот Искандер Аязович вспоминал, это установление международной торговли с регионами Средней Азии и Китая, с Казахской степью. Именно татарские предприниматели осуществляли основной внешний торговый оборот с этими регионами и связывали европейские рынки с этими странами. Если взять советский период, вы посмотрите, какой гигантский промышленный потенциал. Татарская нефть. Сколько было сил брошено на ее добычу и сколько лет Советский Союз фактически жил на эту нефть. Посмотрите, КАМАЗ, это всероссийская стройка. И то, что мы видим сегодня, когда Татарстан это передовой регион с точки зрения инновационного, технологического развития. У нас практически каждую неделю открываются новые заводы и предприятия. Это тоже очень весомый вклад в развитие экономики, а это ведь уровень жизни нашей страны. Ну, сюда можно добавить и научный центр, и создание химических школ, медицинских. И самый молодой город Иннополис в последнее время. То есть у нас очень много достижений в этой сфере, но, Зуфар, есть фраза замечательная. Есть фраза, да, я уже произносил, да, что поскреби русского, татарина найдешь, да, еще и Владимир Высоцкий, по-моему, пел, что это самое, если кто и влез ко мне, да, так и тот татарин. Вот на самом деле мы вот не спекулируем этим. Может, вот не тема была, конечно, эта фраза сегодня, ну хорошо. Не спекулируем ли мы вот этой вот темой, то, что известные имена приписываются татарам? Вот я как раз об этом уже начал говорить, что надо быть очень осторожным в этом вопросе, понимаете? Ну, кем он себя ощущал, этот человек? И какой вклад он внес, в какую культуру он кем он себя ощущал. Да. Но, скажем, даже такой хрестоматийный пример. У Пушкина дедушка был эфиопом, да, и в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, стоит памятник Пушкину, да. И мы считаем Пушкина некоторые считают, что... Ну, вот пусть и считает, понимаете. Ведь главное в том, что он был великим русским поэтом, который фактически заложил основы выдающейся классической русской литературы XIX века. Да? Поэтому всегда надо быть осторожным. Перегибать палку и только кичиться тем, что вот там этот татарин, и говорит он татарин, у Петра I, Нарышкина, скажем, и со стороны мамы тоже татарские корни имели. Искандер Ильич, может быть, Айрат все-таки сейчас скажет, в том, что, мне кажется, для молодежи это здорово, чтобы молодежь сегодня понимала, ощущала сопричастность, целостность. Согласен. Молодежи надо говорить именно наших примеров, да, именно тех татаров, которые внесли свой вклад. Вот на кого сегодня может работать современная молодежь. И при этом не нужно забывать, например, у башкир, да, символ Салават Юлаев. И у нас были эти люди, которые противостояли самодержавию, не русскому народу, не России как таковой, да, а противостояли, так скажем, самодержавию, системе той государственной. И в итоге эта система немножко выпарилась, да, в сторону народа. Об этих героев тоже не нужно забывать. Давайте это тоже несколько фамилий, что сегодня в этот день мы можем их назвать тоже. Кого можем назвать? Вот я бы назвал Канзафара Усаева, да, если мы говорим про Пугачевского восстания. Бахтияра Канкаева можно назвать. Да. Мы, конечно, можем говорить, и вот так можно хаотично и на 20 век перепрыгивать, и про создателя первого ЭВМ, да, это татарин тоже, да, с Уфы. Мы можем говорить и про вклад татар в Буран, да, в космический челнок, да. И мы можем говорить про первого посла СССР в Саудовской Аравии, с помощью которого, да, Саудовская Аравия обрела, ну, так скажем, в определенной степени, да, свою государственность, да. И таких имен. Изобретатель. Искандер Леонидович что-то хотел сказать. Можно я последний момент только скажу? Вот очень часто говорят вот эту концепцию про то, что Иван Грозный это тоже татарин, и они воевали за... Это была война между татарами. Вот до таких уровней, конечно, не нужно подходить. Здесь нужно очень осторожно подходить к таким концептам, где мы
действительно очень сложный период определяем как именно наш, что мы это российское государство, в этом случае это наше государство было. Вот здесь нужно быть очень осторожным. До таких уровней опускаться мы не должны. Спасибо, да, Искандер Леонович. Да, ну, я хотел сказать, что вот вы говорите какие-то интересные факты, но факт то, что золото Колымы открыли тоже два татарина, Бари и Софи. Но фамилии, пожалуйста, в студии. Нет, ну, я как представитель Академии наук сейчас сказал бы Руальд Сагдеев, Сюняев, Валеев и многие другие, которые создавали славу советской, российской науки. И именно накануне был день рождения Кева Салихова. Да, давайте, 85 лет тоже можно поздравить. Да, вот он как раз был учеником Валеева. И поэтому, еще раз говорю, вклад огромный. Ну и мы должны, когда говорим о примере, в свое время там один дворянин, когда кичился перед Свифтом, значит, своими предками, он говорил, что он похож на картофель, все самое лучшее у него в земле. Поэтому нам нужно не только гордиться тем, что у нас лучшее было когда-то, но чтобы это давало нам повод гордиться и развивать все это наследие, двигаться дальше и быть самим достойными вот этих самых наших предков. Не терять своей идентичности и своей исторической основы. Как раз подходим, наверное, к итоговому вопросу. Он будет чуть у нас более сложный и итоговый назовем. Да. Вторая по численности нации в Российской Федерации. Татарстан — социально-экономически развитый регион. Инициатор многих совершенно проектов, площадка для инноваций. Как все это вот складывается на развитие российского государства, это одно. Но какие обязательства сегодня фактически берет на себя Татарстан, чтобы развиваться дальше? Что нам сейчас, куда идем, с чем идем? Какой вклад нужно вносить дальше, если пропустить прошлое? Искандер Ильич. Куда идем, это хороший вопрос. Я бы на него не смог однозначно ответить, понимаете. Но я считаю, что мы, я всегда это говорю, и на вашей передаче уже не раз говорил, прежде всего должны опираться на знание и на ответственность. Ответственность и перед предками, и перед нашими потомками. Поэтому мы всегда должны, опираясь на наш исторический опыт, воспитывать в наших детях, в наших внуках чувство гордости, чувство ответственности, чувство понимания, какому народу они принадлежат, какому государству они принадлежат. И уважение к предкам, прежде всего, должно быть одним из условий вот такого воспитания молодого поколения. Знание, уважение, ответственность – это самое важное. Айрат, что для многонационального Татарстана? Да, дальше. Да, как коренной народ татары, да, как коренной народ России, они имеют полное право на свое национальное образование, на свою государственность в составе Российской Федерации, на все те вещи, которые в 90-е, 2000-е годы у нас существовали и продолжают свое существование немножко в ограниченном виде. Вот эта мысль для меня важна. Если мы будем идти по уже тому проторенному пути, я думаю, нас ожидает хорошее будущее, и татары не просто сохранятся как нация, но и будут развиваться. Если мы будем уходить в сторону, как иногда это происходит, то здесь очень сложное будущее нас может ожидать. Полторы минуты до конца. Михаил Валерьевич, очень коротко, да, пожалуйста. А мне хотелось бы напомнить, что очень многие наши земляки-татары до сих пор еще засекречены, в том числе разведчики ГРУ. Вот недавно только мы узнали об Исхаке Ахмерове, который, по сути дела, спас нашу страну, когда Япония напала не на нас, а на Америку. Это его очень важная в этом роль. И рассекретили это, к сожалению, только недавно. А сколько их еще таких? Вот это очень важно знать. Восстановить имена героев. Искандер Леонович, коротко. Мы, татары, доказали, что являются верными сынами России, и мы важная часть российского народа, российской государственности. Но при этом мы хотим быть, как словами Ленина, вместе и наравне со всеми другими народами России. Спасибо. Радик Ильич. Я считаю, что, соглашаясь со всеми предыдущими ораторами, главное достояние, которое у нас сегодня есть в республике, это межнациональное спокойствие, межконфессиональное сотрудничество, народное единство, единство народов Татарстана, единство народов России, которое является залогом всех наших успехов в будущем. Благодарим всех наших экспертов, которые сами сегодня пишут историю Татарстана и носят вклад в развитие Татарстана. Еще раз всех с праздником. Мы увидимся. С Днем народного единства. До свидания. Спасибо всем.